Ранним утром волонтеры и экологи приехали в заповедник Эрзи, чтобы очистить прибрежную зону реки Ассы. Кучу мусора отдыхающие оставляют здесь практически каждый день. Танзила Калоева относится к числу неравнодушных людей, которым дорога атмосфера родных мест. Сама с детства обожает пикники, к ним приучили родители. Отмечая, что безответственных отдыхающих хватало всегда. Повзрослев, она решила найти какой-то выход из этой антисанитарной ситуации, внести свой вклад в заботу об экосистеме. В 2018 году Машук дал мне такую возможность, я поучаствовала, и это был для меня большой опыт. И после первого моего выигрыша, когда я уже реализовала в 2019 году, в прошлом году мы подали заявку на заочный грант. И опять же выиграли, и поэтому это теперь мой второй опыт, и я очень счастлива, что добилась этой цели, что смогла хоть какой-то участок очистить, сделать хоть как-то лучше природу. Весь ее путь курировал руководитель молодежных инициатив Адам Альсагов. Как и в прошлом году, он собрал команду для осуществления эколокации. Команда из 30 человек эко-волонтеров проделали огромный труд для очистки в первый день водоемов и последующие 2 дня в горной местности, отмечая, что в сравнении с прошлым годом мусора меньше. В этом году мы заметили такую тенденцию уменьшения количества каких-то несанкционированных выбросов мусора и в целом загрязненности. С чем это связано, довольно сложно судить. Может быть целый комплекс причин и меньшее количество отдыхающих, или может быть повышение культуры, экологической культуры у населения. Разные причины, но итог такой, что по сравнению с прошлым годом, когда мы проводили аналогичную работу, количество собранного мусора составило, было в несколько раз меньше, хотя охват территории был такой же, даже еще больше. Вмешательство человека, даже самое незначительное, всегда отрицательно сказывалось на природе. Но во время отдыха, видимо, об этом совсем не думается. Голова болит только у активистов. В импровизированном субботнике приняли участие 10 девушек и 20 парней. Своим посылом они хотят достучаться до земляков. Чистота половины веры – это заглавное, а так это наши места, наша Родина. Это места, в которых мы отдыхаем месяц, летом, ежедневно некоторые. Мы здесь практически выросли, но не бережем ее должным образом. Проект пошел на пользу не только ингушскому обществу, но и стал центром объединения ребят. Вместе они занимаются планированием новых мероприятий, обсуждают, что уже удалось сделать своими силами и как это созидательно скажется на родном крае. Принять участие в проекте эколокации приехали даже соседи из Ставропольского края. Это прекрасная республика, она всегда не перестает удивлять прекрасными местами. И, конечно, очень важно, чтобы мы соблюдали чистоту, потому что раз здесь вот такие вот прекрасные горы, такая прекрасная история сохранилась на территории Ингушетии, конечно, мы должны соблюдать чистоту, чтобы впредь мы любовались и дальше прекрасными просторами этой республики, чтобы наблюдали наши дети. По завершению 3-дневного проекта на берегу Ассы по пути во Внушки активистов ждала делегация Министерства природы и Комитета молодежи. Привезли экоработникам закуски, а затем уже на лобном месте подвели итоги акции. Ближе к вечеру собрание экологов посетил председатель правительства Владимир Сластенин. Вот так вокруг костра обсудили интересующие вопросы, поговорили о дальнейшем развитии молодежных организаций. Мы повстречались с активистами молодежи, с комитетом молодежи, с комитетом по туризму. И очень много узнали вопросов, проблем, которые волнуют нашу молодежь. Молодежь у нас прекрасная, хорошая. Оказывается, есть такие достижения, что и уже по Машуку мы выиграли гранты. 100%. Да. И очень полезный сегодня был сбор. Я думаю, нас поддержат во многих начинаниях, о чем сегодня просили ребята и по КВНу, и по проведению этих вещей именно на территории Ингушетии. Проект эколокации входит в федеральную целевую программу «Вода России», по реализации которой, кстати, республика уже 4-й год подряд занимает 1-е место. Остаться в лидерах планирует и сейчас. В планах очистить все реки в Назрановском районе. В первую субботу сентября будет проведена акция на реке Назранка. Дело в том, что очень много обращений именно по реке Назранка. И будем проводить там. И в русле реки Суджа тоже также будет проводиться акция. Еще как минимум 3 акции у нас в планах есть по очистке берегов.
Владимир Сластенин поблагодарил всех участников за активный вклад в экологию республики. По словам Адама Мальсагова, в следующем году они собираются продолжить свою миссию по очистке зон отдыха. Хава Гагиева, Адам Гулоев, Адам Далаков, Новости 24.